Здравствуйте, мои юные друзья! Сегодня у нас урок русского языка в 3 классе, и мы продолжаем тему воды. Сегодняшняя тема урока называется «Зачем нужна вода?». Издательство Алма-Текста. Буду вести у вас я, учитель русского языка и литературы Асимкова Шулпан Сирикуловна, учитель школы-гимназии Зерте. Ребята, отгадайте слово. Чтобы лился дождик с неба, чтобы росли колосья хлеба, чтобы плыли корабли, чтобы варились кисели, чтобы не было беды, жить нельзя нам без воды. Правильно, воды. Сколько раз в течение дня ты слышишь и произносишь это слово? Да уйму много раз. Нам известно, что без воды не может прожить человек ни одной недели. А что такое вообще вода? Давайте, ребята, сейчас послушаем маленькое стихотворение. Вода – источник жизни. Вода – источник жизни, дети знают. Так любят лодку в ванной запускать. Цветы польют, лицо свое умоют. Им без воды нельзя существовать. Вода – источник жизни, звери знают. Учебник даже нам писал о том, у водоемов жажда заставляет их соблюдать приличия во всем. Вода – источник жизни, птицы знают. И птицы очень рады той молве, ведь не прожить порою им бывает, все мысли их устремлены к воде. Вода – источник жизни, деревья знают, растут, цветут, плоды дают, и тень прохладную в жару бросают, и счастьем сердце человека наполняют. Прекрасно. Я сюда тоже еще хочу добавить слова великого Сент-Экзюпери. Вода. У тебя нет ни вкуса, ни цвета, ни запаха. Тебя невозможно описать, тобой наслаждаются, не ведая, что ты такой. Нельзя сказать, что ты необходима для жизни. Ты сама жизнь, ты самое большое богатство на свете. Вода – источник жизни. Ребята, берегите воду. В воде была дана волшебная власть стать соком жизни на земле. Вода – одно из самых важных веществ, необходимых для жизни человека. Вот посмотрите, человеческий организм полностью почти что состоит из воды. Вот следующую презентацию. 70% из воды. Приспособление животных в водной среде обитания. По воде передвигаются корабли. Вода – растворитель. Правильно, когда мы кладем сахар в чай, сахар моментально растворяется. Вода – средство гигиены. Правильно, каждый день мы без воды не смогли бы умываться. Кому и зачем нужна вода? Вот посмотрите следующую презентацию. Правильно, мы каждый день пользуемся водой. Конечно, вода нужна нам для приготовления пищи, для того, чтобы поливать цветы, чтобы мы постирали вещи, почистить зубы, помыть овощи и фрукты, приготовить фруктовый салат. Но прежде всего надо же помыть овощи и фрукты тоже с помощью воды. Плаваем где?
в воде. Мыть окна мы тоже без воды не смогли бы помыть окна. И самое главное, каждый день мы принимаем душ и тоже благодаря нашей прекрасной воде. Вот почему называется вода источник жизни на земле. Вот, ребята, нужно еще вспомнить и запомнить правила по этой теме, сегодняшней теме. Если слова обозначают действия, которые продолжались, продолжаются и будут продолжаться, то они отвечают на вопросы. Что делал? Что делала? Что делала? Что делали? Что я делаю? Что ты делаешь? Что он делает? Что мы делаем? А что вы делаете? Что они делают? Что будем делать? Что ты будешь делать завтра? Что будет делать он завтра? Что будут делать они? Например, я купаюсь в воде. Какой вопрос мы задаем? Что я делаю? Что я делаю? Я поливаю цветы. Правильно. А вот на последнюю строчку, что я буду делать, что ты будешь делать, что будет он делать, что они будут делать, вы на эти вопросы ответите сами и запишите это задание в свои тетрадки. Хорошо, ребята? Ну, в закреплении нашей темы я хочу сказать, берегите воду. Пресная вода составляет очень маленькую часть от общего объема воды на планете. Для сравнения можно сказать, что реки, озера и колодцы содержат лишь 0,02 доли от мировых запасов пресной воды. Вот посмотрите вот на этот маленький рисунок, и видно, вот красная стрелка видно, питьевая вода. Сколько маленькая доля. Пожалуйста, ребята, вы тоже берегите воду. Закрывайте кран вовремя, да, чтобы не капало много воды. Ребята, большое вам спасибо. Вы, наверное, поняли сегодняшнюю тему. Для закрепления вам нужно выполнить тестовое задание. Оно состоит из 10 вопросов, но для этого вам нужно зайти на сайт Гликена Академия и выполнить это тестовое задание. Спасибо за внимание, ребята. До свидания.